Здравствуйте. Мы находимся в стенах Чувашского государственного университета на экономическом факультете, которому в этом году исполняется 55 лет. О его перспективах и истории мы сегодня поговорим и с теми, кто преподает здесь и кто учится. Это декан экономического факультета Наталья Витальевна Морозова и студентка 4-го курса Яна Матвеева. Здравствуйте. Здравствуйте. За полувековую историю было подготовлено большое количество специалистов и для экономики Чувашской республики, и для России в целом. Все это время ваш факультет пользовался серьезным спросом у абитуриентов. Подскажите, в чем секрет успеха? Факультет на сегодняшний день, как и весь университет, представляет собой очень современную, актуальную образовательную экосистему. Во-первых, то, что на факультете реализуются образовательные программы всех уровней высшего образования. Это и бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Ну и главная, наверное, особенность в том, что наши образовательные программы являются очень актуальными, современными, согласованными именно с профессиональным сообществом, востребованы именно в международном аспекте. Это говорит о том, что среди образовательных программ большую роль начали играть программы, связанные с цифровыми компетенциями, с возможностями развития таких способностей, как анализ больших данных, аналитика именно big data, так называемая. И программы постоянно обновляются. Вот за прошлый год мы практически обновили на треть свои все образовательные программы. Есть традиционно востребованные, это и финансы, и кредит, государственное муниципальное управление, это международные экономические отношения и бизнес, это классически сложившиеся такие программы. Ну и хочу сказать о наших новых уникальных образовательных программах, таких как цифровая экономика и бизнес-аналитика в бакалавриате. Это такая программа, как экономика и управление в здравоохранении в магистратуре. Это такая программа, как корпоративный риск-менеджмент в специалитете. И это программы, которых в России нет. Реализуем только мы. Уникальные программы. Уникальные программы. И мы включились в этом году и будем осуществлять первый набор в магистратуру по такой интересной, очень амбициозной программе, как анализ больших данных и искусственный интеллект в банковской сфере. Это вот уже магистратура. Вот это одна из важных ключевых составляющих, я считаю, успеха экономического факультета и востребованности среди абитуриентов – постоянное обновление образовательных программ, уникальные образовательные программы. И, конечно же, наши образовательные программы впервые в республике самыми первыми прошли и международную общественно-профессиональную аккредитацию, вошли в перечень всероссийского конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России». И, конечно же, немаловажную роль играет вот именно профессиональный состав преподавателей. Мы привлекаем к учебному процессу не только штатных преподавателей, кандидатов наук, докторов наук. Сегодня остепененность 80% на факультете. Но у нас очень большой объем привлекаемых практиков, экспертов. Привлекаем в рамках сетевого взаимодействия преподавателей крупнейших вузов, таких как Высшая школа экономики, Московский государственный университет, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. То есть вот эти формы взаимодействия позволяют повысить значительно качество наших образовательных программ. Яна, у тебя хотела спросить, ты почему-то вот 4 года назад выбирала именно этот факультет? Так как я любила и математику, и иностранный язык, я понимала, что именно соединение этих двух предметов я найду на экономическом факультете. Да и в целом экономика мне была интересна, потому что в будущем я собираюсь связать свою деятельность и работу именно с этим направлением. Поэтому выбрать именно экономический факультет среди вузов Чувашской республики мне было безумно просто. Я знала, куда я иду. А сложно ли было поступать? Высокий ли был конкурс? Я сдала ЕГЭ хорошо на 269 баллов. С дополнительными баллами от ЧГУ у меня было 279 конкурентоспособные баллы. Поэтому я была первая в рейтинге, я безумно этому радовалась и поступила. Но в целом мест было ограниченное количество, поэтому поступили лучше, на мой взгляд. На факультете в прошлом году началась реализация программ среднего профессионального образования. Чем вызвано такое направление?
Действительно, наблюдается тенденция оттока школьников именно в среднее профессиональное образование. Вот этот первый такой очень серьезный поток идет. Более 60%, как правило, не идут дальше в 10-11 классы, а именно уходят в среднее профессиональное образование. И с другой стороны, работодатель сегодня предъявляет очень серьезный интерес к этому уровню. И вот мы решили, что на базе университета, на базе экономического факультета можно эти два потока хорошо соединить между собой. Потому что мы работаем прежде всего с финансовыми институтами, с предприятиями коммерческого сектора, с сектором государственной и муниципальной службы. И вот для начала карьерной лестницы вот это как раз уровень образования очень востребован. И мы посмотрели на сегодняшний день две программы реализуем. Это экономика и бухгалтерский учет по отраслям. Это традиционная такая специальность, которая и во многих колледжах сегодня представлена, но спрос на эту профессию всегда есть. Это актуальное направление. Несмотря на то, что говорят, бухгалтера не нужны, на самом деле они нужны. Еще, да? Конечно, и нужны, просто их функционал немножко меняется, расширяется, содержание меняется их профессиональной деятельности. И вот я думаю, в рамках именно образовательного процесса в ВУЗе здесь компетентность таких работников значительно повышается. И вот второе направление – это финансы мы взяли, поскольку в республике не представлено это направление, мало достаточно этого направления. И здесь мы ориентируемся на работу именно с государственным сектором, прежде всего, с государственными финансами работа. Хочется отметить, заинтересованность ребят есть. Уже в первый год мы набрали более 70 обучающихся. Мы поспрашивали, а почему выбор сделали в пользу университета? Они сказали, во-первых, это возможность стать студентом вуза после 9 класса, без экзаменов, без ЕГЭ, практически на основе среднего балла аттестата. Это очень привлекательно. И, во-вторых, эти возможности, которые раскрываются студентам, все творческие, спортивные, научные возможности становятся доступны студентам среднего профессионального образования. И, конечно же, то, что студенты именно этого направления имеют возможность в дальнейшем продолжить обучение в ВУЗе по смежной профессии или продолжить по той же профессии, параллельно уже трудоустраиваясь. Вот это, я думаю, привлекательно. А как дела обстоят на вашем факультете с бюджетными местами? Из 2000 студентов у нас, причем эти студенты не только из Чувашской республики, у нас студенты сегодня обучаются из 24 регионов Российской Федерации, из 12 стран мира, причем география все время расширяется. И у нас большое количество, конечно, контрактной формы обучения, поскольку студенты готовы инвестировать в свое образование, понимая, что делают вклад в качественное образование. И при этом у нас есть бюджетные места. Бюджетных мест не так много. Вот на 2022 год у нас в бакалавриате 45 бюджетных мест. Это направления экономика, менеджмент, государственное муниципальное управление и бизнес-информатика. И вот проходной балл в прошлом году был достаточно высокий, 244 балла. Вот Яна сказала, что у нее высокий балл в рейтинге. Действительно, баллы проходные достаточно высокие. Тем не менее, бюджетные места есть. И хочу еще сказать, что вот на следующий уже год, на 23-й год приема, нам увеличивают количество бюджетных мест. Минобр посчитал, что университет вполне качественно, достойно дает образование, и количество бюджетных мест, несмотря на то, что в целом по России сокращается количество бюджетных мест на экономические профили и направления, а нашему университету увеличивают. Яна у нас, кстати, была 100-бальница, и поэтому у нее очень высокий уровень стипендий всегда был. И вот я думаю, Яна расскажет о стипендиальной поддержке. Это же важно для студентов бюджетной формы обучения. Благодаря тому, что я сдала ЕГЭ на 100 баллов, точнее, в тот год я получала стипендию за то, что я являлась призером Олимпиады школьников республиканского этапа. А со следующего года ввели новые положения, благодаря которому стимулировали студентов, которые получили 100 баллов или более 75 баллов, в зависимости от того, сколько
сколько у них общая сумма баллов. И те, кто были 100-бальниками, получали отличную стипендию. Это 10 тысяч во втором семестре. То есть первый семестр они обучались на обычной академической стипендии. Со второго семестра они получали 10 тысяч дополнительно. И затем в течение всего периода обучения получают 4 тысячи рублей дополнительных стипендий. Я думаю, что это отличная сумма для студентов. А я в свое время тоже получала 10 тысяч первые полгода в первом семестре за то, что являлась призером Олимпиады школьников. А ребята могут получать 4 тысячи дополнительно просто за то, что они сдали ЕГЭ на 100 баллов или стали призерами Олимпиад. Замечательно. Если говорить о трудоустройстве, у тебя уже практически заканчиваешь, вот сейчас заканчиваешь уже, получается, Да, я сейчас учебу. прохожу преддипломную практику. Есть ли уже, так скажем, место, где ты планируешь работать? Да, там же, где я прохожу преддипломную практику, у меня все отлично, так как я пишу диплом по той теме, в которой заинтересован мой работодатель. Он бы хотел, чтобы я реализовала тот проект, который я пишу в своем дипломе, на практике, то есть в его организации. А как много студентов-выпускников уже знают, где будут работать в целом на факультете? У нас на факультете не менее 75% выпускников трудоустраиваются в первый год после выпуска. Сегодня мы выстроили взаимодействие с работодателями очень интересно, системно. Мы, во-первых, заключили стратегические партнерства с большинством предприятий и организаций Чувашской Республики, со всеми государственными органами, со всеми муниципальными органами. То есть у нас база практики, она практически полностью обеспечена. При этом мы студентам говорим в обязательном порядке в течение учебного года менять эту базу практики. Мы говорим студентам, в первый год сходите в коммерческую организацию, на второй год на практике попробуйте себя в финансовой структуре, например, в банке. На третий год попробуйте, допустим, в государственном органе поработать и посмотрите, попробуйте себя вот в этой сфере. Увидите ли вы себя здесь или нет. И уже вот на выпускном курсе они чаще всего выбирают то предприятие, в котором в последующем вероятнее всего будут работать. Невозможно не затронуть еще одну тему. Свободное студенческое время, самореализация, активная жизнь студенческая. Яна, расскажи, на что бы обратила внимание тех, кто будет поступать дальше? Советую вам обратить внимание на то, что в ЧГУ миллион возможностей, которыми мы можем воспользоваться. Так как я в школе была олимпиадницей, то сначала я начала свой путь по олимпиадам на первом курсе, затем решила окунуться в общественную деятельность, стала председателем профбюро нашего факультета и до 4 курса была этим председателем. Для меня было безумно интересно, что такое правком, чем занимается профсоюз, как защищать права студентов. Затем я окунулась в творческую жизнь университета, приняла участие во всевозможных конкурсах, таких как «Стань звездой», «Студенческая весна». Сейчас мы готовимся к российской студенческой весне. Мы для себя поставили задачу выделить именно такое проектное направление работы в творчестве. То есть сочетать, соединять обучение и творчество, обучение и науку, обучение и спорт. Вот в таком тандеме формируется новый формат работы и рост нового профессионала, востребованного и как с профессиональными навыками, так и с надпрофессиональными навыками. То есть hard skills и soft skills сейчас, что модно. И мы берем научное направление обязательно развития, куда и олимпиадное движение входит. У нас победители, наши студенты, это победители олимпиад всероссийского уровня, таких как «Я профессионал», «Кубок управляй», чемпионат Global Management, разные, очень разного направления, причем с участием всех вузов Российской Федерации. Студенты у нас на достаточно высоком уровне. Второе направление, мы берем предпринимательский аспект. Какие-то свои предпринимательские проекты, идеи, возможности реализовать в рамках учебного процесса. Для этого у нас создано очень хорошее пространство. Это и бизнес-инкубатор, точка кипения, это новые лаборатории межфакультетские с участием профессионального сообщества. И вот здесь как раз студент может прийти со своей конкретной предпринимательской идеей, и мы поможем вырасти до конкретного проекта, уже до бизнес-проекта. Ну что ж, большое спасибо за интересное интервью. Теперь будем ждать появления новых Примаковых и Столыпиных в нашей стране. Спасибо вам большое.